пересмотре двусторонних отношений, затронули разные темы межведомственного взаимодействия. Сергей Викторович Лавров председателем собрал благодарности за те пожелания, которые вы ранее ему проявляли. Он особенно отметил ту значимость, которая для России имеет Южная Осетия, вклад Южной Осетии, в том числе и в зоне специальной военной операции. Отдельно он выделил ту рабочую атмосферу и контакты с главой Российской Федерации, президентом Владимиром Путиным. В частности, он сказал, что состоялась встреча 10 мая в Москве в рамках 80-летия Победы, где вы имели честь присутствовать. Также он отметил, что состоялся телефонный разговор 12 июня. 11 июня, это, как мы знаем, прекрасный праздник России, это День России. Поэтому он особо это выделил, отметил, что прошедший 18-20 сентября в Сенегале экономический форум он прошел на высоком уровне. Он отметил, что реализация тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках форума, подписание тех соглашений, которые были подписаны, придать такой хороший стимул для дальнейшего развития Южной Осетии. Особо выделил он программу социально-экономического развития, которая готовится на 26-30 годы. Заметил, что при поддержке России Южная Осетия будет двигаться вперед. Еще раз подтвердил приверженность России к тем обязательствам, которые она на себя взяла в части обеспечения безопасности Южной Осетии и реализация тех мер, которые предпринимаются в рамках единого контура обороны и других сфер взаимодействия. Встреча прошла очень добродушевно, гостеприимство российской стороны вновь было подтверждено, и по ее случаю я еще раз хочу вам передать от имени Сергея Викторовича Лаврова слова благодарности, приветствия. Мы условились продолжать контакты. В рамках встречи также был подписан план консультаций между Министерством иностранных дел Южной Осетии и России. Этот план предполагает более тесное взаимодействие по разным направлениям, более конкретизированную поддержку, взаимную поддержку наших общих усилий для нашего общего развития.